Салам алейкум, подписчики. Это насчет это тоже воспитания. Я своего ребенка до 3 годика я никому не отдала. Я сама это в декрете, как это с ребенком было. Потом после 3 года я решила на работу идти и договаривалась. Хотела няньку это найти, что с нянькой был мой ребенок. Я работу нашла, да, это полдень не работаю, потом приду с ребенком буду. Вот так своего ребенка я как и воспитывала до 4 годика. Потом 4 годика сестренка моя сначала смотрела за моей дочкой, потом я сестренка на работу вышла, потом это с братом младший поговорила. Он сказал: Привези это мои дочки, они одна на первой смене учится, вторая смена, они будут смотреть за ней. Потом они 1,5 года смотрели за моей дочкой бесплатно. Моя сестренка, моя это племянница, они бесплатно они это смотрели. Я это ничего не платила им. Ну, подарки как это дарила, конечно, отблагодарить. Я благодарю всегда, кто мне что это делает. Потом, 5 половина я ребенку оформляла это, как это, в садик. Я решила, что мой ребенок растет, что может за себя как это уступить и рассказать мне, что в садике, что ее не обижает, и как это, ну, что насилия не было в садике. Первый садик моему ребенку не понравился, потом второй садик я это искала. Я, искала всегда садик, где это, что что-то у этого воспитателя, что похож было на меня. Что-нибудь, один черт характер. Потому что я читала исламские книги для воспитания для детей. Там такое написано, что это ребенка должен воспитать один человек, если другой, что какой-то черт характера, что был на первого воспитателя. Да, на маму, допустим. Потом второй это садик я нашла, это у своей знакомой, моя знакомая, студентка она там работает. Я потом во втором садике оформила своего ребенка, 5,5 моего ребенка было. А потом это письма писала, что моего ребенка не трогали, не обидели, ничего. А это директриса говорит, я больше 30 лет это работаю, никто мне такое письма не писала. Молодец, вы очень хорошая мама, что вы о своем ребенке заботитесь. Первый садик, почему моя ребенка не понравилась, потому что там дети этого моего ребенка это обидели. Воспитательница нормально, она сказала, дети не нравятся моему ребенку. Вот, потом как это до 6,5 мой ребенок ходил в садик. Это садик моему ребенку понравился, вот и второй садик. До 6,5 мы ходили. Потом мы его пустили из этого садика, потом мы приехали в Россию. А вот до 6,5 моего ребенка я никакой телефон, никакой планшет ребенку не купила. Только я с ней гуляли на свежий воздух, я возила ребенка в всякие это детские развлекательные места. Я ее водила, что с детьми она играла, с детьми как-то она как это была, да. Где дети много, это мои родственники, куда я по выходные отвезла. Где это мои знакомые дети туда везли, что она как это играла с ним, как это, да. Вот. Потом мы приехали в Россию, в школу, как это, ребенку как это оформляла. А я своего ребенка до школы, я детства с ней общалась на русский язык. А когда мы приехали в Россию, 1 класс, с 1 класса мой ребенок учится в России. Мы 2 года учили это, жили на Кавказе, город в Грозном, Чечне. А потом приехали в другой регионе. Мой ребенок на 1 классе, это чеченский язык, она писала диктант на 5. На 5 она писала чеченский язык. А русский язык она писала на 4. Диктант, да. Вот, грамоты дали в нашем классе, 2 ученики, один мальчик и моя дочка, они получили 5. Помню, да. Потом мы приехали в этот другой регион, третий, вот с 3 класса, она учится, где мы учимся, это живем сейчас. Вот мой ребенок 8 класс, никогда у моего ребенка не было планшета. А с 4 до 4 класса моего ребенка не было телефона, я телефон 4 класс, 6 класс, с 4 по 6 класс я купила это ребенку, не это, без интернета телефон я купила. Nokia, которые были такие простые, кнопочные. Потому что я поступила в медколледж, чтобы это с ней связаться, что она уже сможет в школу прийти. Школа у нас близко, через дорогу, где мы живем, через дорогу школа. Она сама пойдет самостоятельно. Уже 5 класс, да. 5 класс, нет, 4 класс. С 4 класс мой ребенок самостоятельно в школу это уже ходит. Потом 6 класс я потом купила это с интернет-телефон. 6 класс, уже 6, 7, 8. Вот 3 года мой ребенок с телефон с интернетом. Планшет я никогда не купила. Для ребенка это очень вредно. А я сейчас вижу это, на улице гуляю,
Маленький дитё на руку телефон. Это опасно для здоровья ребенка. Ребенок нервный потом растет, ничего не слышит, ничего слушать не хочет, ничего это папа, мама, потом для ребенка неинтересно. Вот. Вот насчет этого, как я воспитываю своего ребенка. Потом мне говорят, есть люди, которые сам не знают и нам еще советы дают. Я вот так воспитываю своего ребенка. Без планшета, без этого телефона в маленькой возрасте. Вот. Получается, мой ребенок, когда ей было 12 лет, да, 6 класс, да, ей было 12. Мне даже 11 лет ей. Подождите. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, 10. 10,5, да, потому что 6,5 же школу пошла. 10,5 ей было, я купила. 10,5. 11, не 12, 11. 1,5, да, получается? Или 10,5? Да, 10,5. Это я купила ей этот телефон. И это вот с этого момента у нее есть телефон с интернетом. Это если с интернет не понадобился, тоже не купила. В школе у них это понадобилось, если интернет не купила. Я почему я это все рассказываю? Поделюсь с вами, что мы должны так правильно это свои дети это воспитывать. А то потом, что потом что-то не пропустить, что потом, когда дети растут, а что я пропустила? Почему мой ребенок так? Почему не слушает меня? Почему не со мной не поделится? Почему это отходит от этого разговора? Почему мы как это не можем, как это друг друга это понимать, наладиться вместе, это ее проблема, да? Вот так. Благодарю за внимание.